Игорь Ахба, юрист, первый чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации. Выпускник юридического факультета МГУ, один из основателей общества абхазской культуры «Нарта», газеты и воскресной школы в Москве. С 1992 года занимал пост полномочного представителя Абхазии в России. 16 января 2009 года в Александровском зале Большого Кремлевского дворца Игорь Ахба вручил верительные грамоты президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву. В Сухуме устраняют последствия вчерашнего подтопления. С самого утра коммунальщики и спасатели МЧС смывают глину и вывозят мусор с городских дорог, набережной и дворов. Накануне из-за обильных осадков из берегов вышли реки Басла и Сухумка. Основной удар пришелся на центральную часть города и район улицы Чанба, где подтопило несколько десятков домовладений. Подтопило центр города, микрорайоны наши. Вот река Басла нанесла основной ущерб, вышла из берегов, подтопило несколько десятков домовладений. В центральной части города река Сухумка тоже вышла из берегов, принесла много глины, мусора, техники разной, строительного мусора. Все это было разбросано по улицам, по тротуарам. Со вчерашнего вечера наши коммунальные службы посменно занимаются уборкой территорий, помогают людям. МЧС нам очень сильно помогает, тоже со вчерашнего дня ребята без перерыва помогают вымывать, вычищать. Все, что надо, производим для комфорта и удобства жителей и гостей столицы. Мы, к счастью, успели, вот за предыдущие выходные у нас работала техника на речке, мы расчистили русло, выпрямили его. Это, конечно, чуть-чуть уровень воды тоже снизило, но в какой-то момент, когда вот в горах пошел, видимо, сильный дождь, уровень резко поднялся, и резко пришла вода во дворы и в домовладения. Параллельно с уборкой сотрудники городских управлений объезжают пострадавшие микрорайоны. Они фиксируют ущерб и составляют дефектные акты по каждому обращению жителей. Конечно, от жителей поступают за обращения. Наши сотрудники выезжают на каждое обращение, актируют, составляют дефектный акт. Далее это все, скорее всего, будет отправляться на комиссию по чрезвычайным ситуациям. Сейчас сначала все это комиссионно обсмотрим, составим акты все, и потом уже будем принимать решения. Восстановительные работы будут идти весь день до полной ликвидации последствий непогоды. Заур Кварча, Торник Амичба, Абазатовы. – 18 августа 1992 года, нарушив ранее достигнутые договоренности, грузинская сторона ввела в Сухум войска. Гвардейцы в городе занялись грабежами и мародерством. Насилие над гражданским населением приобрело массовый характер. Тенгиз Китавани, министр обороны Грузии, заявил, что он дал гвардейцам 3 дня на освоение города, а в интервью независимой газете министр обороны утверждал, что абхазская кампания подходит к концу. 18 августа 1992 года Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял постановление об образовании Государственного комитета обороны во главе с председателем Верховного Совета Абхазии Владиславом Ардзинба. В руках Государственного комитета была сосредоточена вся власть в стране. 18 августа 1992 года в Грозном парламент Конфедерации горских народов Кавказа предъявил Госсовету Грузии ультиматум с требованием прекращения боевых действий и вывода войск из Абхазии. В противном случае, отмечалось в документе, с 21 сентября Конфедерация горских народов Кавказа объявляет Грузии войну. Принято также решение о направлении в Абхазию добровольческих формирований. В Гагарской первой школе была заложена очень интересная традиция. Она родилась
в результате нашего общения с Сергеем Казбековичем, когда мы решили, а это было 11 лет назад, мы решили группу абхазских детей отправить в Нальчик в семьи наших братьев и тем самым заложить традицию куначества. Первыми участниками такого проекта были ныне взрослые граждане нашей страны. Это было 11 лет назад. Сегодня вы уже, закончив школу, закончив университет, работаете в разных местах, но я так думаю, что эта история на всю жизнь осталась с вами. Меня спрашивают, скажите, пожалуйста, вот что надо делать, чтобы мы были ближе? Я говорю, ничего такого не надо. Надо ездить друг к другу, и все. Да. Наших детей нет. Вот мы друг друга знаем, а наши дети друг друга не знают. Так не пойдет. Наоборот, если мы дружим, наши дети должны друг друга знать. Мы что же не вечные? Они будут продолжать. Вот они. Вот сейчас они сидят, я говорю, какой гордость у них сейчас, как и у меня, как и у нее. Поэтому я считаю, что это очень правильно, и надо заниматься, куначество это должно быть. Мы когда у ребят в семьях жили, мы же выходили во двора, в футбол играли даже с ребятами. Узнавали, когда что мы с Абхазией, все это двойной подсчет, сразу в магазин, там жвачку будет, это будет, все, то есть однозначно, кроме позитива, ничего, с теплотой на сердце всегда вспоминаем. Ходим от своего лица, хочу вам искренне сказать спасибо. В первую очередь хотим сказать огромное спасибо за такую возможность. Я до сих пор помню ту семью, в которой я жила. Я надеюсь, может быть, они увидят это видео. Семья Харзинова, огромный привет вам. Спасибо большое за такие теплые воспоминания. Всю дорогу от начала нашей поездки до конца не было у нас каких-то трудностей, страха. Вы говорили то, что вот у вас на душе скребло то, как нас отправили или что. Но я хочу сказать, что мы с хорошим настроением уехали, с хорошим вернулись, с такими теплыми воспоминаниями. Мы создали цифровой продукт, в котором мы собрали и объединили все, что нужно, все, что необходимо для идеального отдыха путешественника. Это у нас отели, это маршруты, экскурсии, это автострахование, это подключение к связи, к ИСИМ, афиши. То есть вы можете просто везде все события увидеть, услышать. Мы очень надеемся, что наш продукт, что наш проект сделает для туристической индустрии отрасли Абхазии хороший шаг. Это как лицо, как бренд Абхазии. Это помощь туристу увидеть и услышать Абхазию в лучшем его свете. Это необходимые инструменты для того, чтобы сориентировался гость и турист в Республике Абхазия. О каких объектах идет речь, где можно побывать, как провести активно, интересно отдых, как личный, так и семейный. И вот в этой истории эти инструменты необходимы. Вы обычный турист, отдыхающий, который приехал. Вы скачали приложение, открыли, и находясь, например, в точке в Гагре, вы можете простроить себе маршрут или выбрать маршруты, которые, например, есть около Гагры или вообще где-либо по стране. У нас сейчас в приложении собрано 50 маршрутов, 49 маршрутов, по которым отдыхающий на своем автомобиле в большинстве случаев может отправиться, посетить все эти точки. К этим, маршрут состоит из точек. Каждой точке дается подробное, интересное описание, плюс фотографии. Также мы постарались собрать старые фотографии, например, как место выглядело, например, даже это место, выглядело раньше и как оно выглядит сейчас. Накануне в Абхазской государственной филармонии прошел первый сольный концерт скрипачки Марии Эмилии Терзян-Хакба, затрагивая струны души. Ключевая концепция вечера построена на предельной искренности. По словам исполнительницы, выбор названия продиктован отношением к публике. Затрагивая струны души, это моя с мамой идея, которая возникла за столом спонтанно, и она отражает мысль о том, что музыканты относятся к своему зрителю с максимальной эмпатией. Мы стараемся затронуть струны души каждого нашего зрителя
И, собственно, это наша главная цель по жизни, нашей профессии. Программу разделили на две части. В первом отделении прозвучала камерная музыка для скрипки и фортепиано. Во втором отделении солистка выступила вместе с Абхазским государственным камерным оркестром под управлением народного артиста республики Давида Терзяна. Репертуар охватил произведения разных эпох, от барочной грозы Вивальди и русской классики до пьесы на цыганские мотивы. Коллеги по сцене подчеркивают, работа в качестве солиста требует иной подготовки и уровня мобильности, чем игра в оркестре. Сложный академический материал формирует новую аудиторию и помогает привлекать абитуриентов в училище и новые кадры в оркестр. Я надеюсь очень, что такая музыка подобного рода все-таки как-то разнообразит жизнь и приведет, может быть, новых музыкантов в наше училище музыкальное, либо нам в оркестр. Потому что кадров не хватает, и в связи с этим, я думаю, такие мероприятия очень сильно сказываются на культурном наследии. Полуторачасовая программа стала для исполнительницы важным этапом, но останавливаться на достигнутом артистка не планирует. Впереди новые творческие замыслы и развитие проекта. Я планирую сделать проект, затрагивая струны души, ежегодным абонементом, поэтому следующим летом будет такой же концерт, только уже с другой концепцией. Возможно, будет добавлена электроскрипка. Будем уведомлять вас. Арестит Каракасиди, Сасрыква Гухава, Абазатова. «26 августа. День международного признания независимости Республики Абхазия. Город Сухум. Площадь Свободы. Звезды Абхазии. Звезды России. На одной сцене. Начало концерта в 19:00. 26 августа. Площадь Свободы. Начало в 19:00. Я могу с уверенностью сказать, что завтра практически ближе к вечеру распогодится погода для приморской зоны Абхазии. В предгорных горных районах будут продолжаться осадки, но они будут нести локальный характер без ливневого режима. Соответственно, небольшие осадки, то есть ожидаются еще буквально 3 дня, и с 21-го практически по всей Абхазии будет температура повышаться, как ночные температуры, так и дневные. Будет возможность насладиться остатками лета, как раз-таки ожидаются устойчивые дни, но будут также осадки, но они не будут нести ливневого характера, будут небольшие осадки, которые практически по времени будут недлительными. Поэтому температурный режим будет оставаться на фоне для августа месяца, как и в принципе свойственно, в особенности для приморской зоны, да, жаркими. В особенности это дневные температуры, ночные относительно в пределах нормы. Да, хотя вы знаете, в первой половине имело место и что ночные температуры не превышали климатическую норму, поэтому было душно. Но сейчас во второй половине будут дневные высокие, ночные будут более комфортными.